В России серьезно увеличилась продолжительность жизни, особенно у женщин. Разве можно назвать старыми дам, которые сегодня выходят на пенсию в 55 лет? Нынешнее поколение пенсионеров по старости и выглядит, и чувствует себя значительно моложе и активнее своих сверстников 20-летней давности. Не зря почти половина из них продолжает работать на пенсии, и чтобы не терять доход, и чтобы продлить молодость, считают в Госдуме. О тех, кому пенсия параллельна основному заработку, репортаж Жаридат Холухоевой. Проверить все готовящиеся к публикации тексты, исправить все грамматические ошибки и сверстать выпуск газеты – это малый список того, что делает Анна Накастхоева каждый день. Корректор общественно-политической газеты «Знамя труда». Она своим примером оправдывает название печатного издания, в котором работает вот уже 5 лет. Я больше художественным стилем владею, а газетный стиль был мне не знаком. Тут чуть иначе, даже хорошо, существенно отличается. Конечно, подходила к нашему главному редактору, все время советовалась и говорила: показывайте на мои недостатки. Подсказывайте, как правильно сделать. Люблю делать на пятерку. Но как получается решать ей, делать выводы руководителю? Корректор – одна из самых важных профессий в издательском бизнесе. Без него не обходится ни одно печатное издание. Прежде чем связать свою жизнь с текстами, Анна сменила не одну специальность. Была юристом, руководила отделом кадров и даже занималась политической деятельностью. Издание для нее не просто работа, а второй дом, в котором она нашла свое призвание. И для нее это самое главное. Мне понравился коллектив, очень замечательный. Встретили меня и продолжают со мной работать всегда с уважением, с почетом. Войнахский эздел, как я старшая здесь нахожусь, работаю. И я с удовольствием иду на работу, как говорят. Не надо работать, если ты найдешь любимое дело, ты всю жизнь будешь доволен. Я довольна своей работой. Трудолюбивая и ответственная. Свои 66 Анна прекрасно справляется с поставленной перед ней задачей. Все время штудирует литературу, стремится каждый день узнать что-то новое. За это ее высоко ценят коллеги. Она дисциплинирована, крайне дисциплинирована, на нее можно положиться. Человек, она очень обязательный. И, естественно, такие работники, такие специалисты в коллективе нужны. Они даже в каком-то смысле маяки для всего остального коллектива, которые смотрят на нее, смотрят на ее опыт, на ее возраст и видят, что именно так и нужно работать, именно в таком ключе. Поэтому, конечно, я думаю, для любого коллектива такие работники, как Анна Савельевна, это находка, ими дорожат, за них, как говорится, держатся. Пенсионеры всегда считались самой консервативной частью российского электора и также самой активной частью населения. Стране требуются рабочие руки. Изменения в пенсионном законодательстве предусматривает повышение пенсионного возраста у мужчин с 60 до 65 лет, а у женщин с 55 до 63. Анна Накастхоева преодолела этот рубеж 3 года назад. Но даже сейчас она полна сил, а главное – желание и дальше нести свое знамя труда. Жаридат Холухоева, Рахман Цуров, Новости 24.